Уважаемые гости, судейской коллеги, участники, я хочу сказать, что это мероприятие мы уже отмечаем 5-й раз. Сегодня я хочу отметить, что это стало доброй традицией среди юных любителей технического творчества, также и у нас в регионе, также у вас в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Сегодня здесь собрались учащиеся образовательной организации и организации дополнительного образования субъектов СКФО, но и руководители Центра дополнительного образования СКФО и руководители детских технопарков планториумов разных регионов. Отдельно хотелось бы отметить, что конкурс RoboShows 2022 с каждым разом набирает обороты и стал одним из самых ожидаемых. Вот в этом году, сегодня, смотря на наш зал, можно смело сказать и анализировать, что мы с каждым годом наполняем свои ряды участников в столь важном мероприятии для наших юных будущих инженеров, для наших талантов, которые вовсе завтра окажутся на площадках экономики наших республик и целой нашей страны. И такой результат, несомненно, дает надежду на умное образование и всесторонне развитое будущее поколение, каким и хотел видеть наш первый президент Далгазут Обулбашин, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Я желаю всем участникам удачи и пусть победит сильнейший. Называется оросительная установка, и нужен он для орошения теплиц. Я вдохновился тем, как моя бабушка поливает помидоры и другие овощи детским способом. И мы предлагаем садоводам и огородникам новый способ орошения и полива помидор. Мы посадили сюда в один день микрозелень и решили проверить, при каком свете микрозелень вырастет быстрее, при естественном или при искусственном. И какой результат? Ну вот результат. При естественном свете за 3 дня микрозелень выросла неравномерно, при искусственном свете в теплице микрозелень быстро проросла и равномерно. Преследует данное состязание. Насколько мы знаем, сегодня профессии типа промышленной робототехники, программирования и так далее, это что-то типа, это главный драйвер экономики, можно сказать, потому что сейчас все пытаются модернизировать и удешевить свои производства. Так вот, эти ребята в будущем будут заниматься как раз этим. Они будут создавать новые виды роботов для производства. Они будут программировать уже имеющиеся для того, чтобы улучшить, модернизировать их работу и так далее. И сейчас эти ребята, они только учатся, и им нужно, во-первых, побороться друг с другом, посмотреть, на что способны другие, познакомиться обязательно, поделиться опытом, и вот для этого такие состязания и существуют, чтобы они в условиях конкуренции улучшали свои знания и стремились уже к лучшим результатам. Если вообще проследить всю цепочку таких вот состязаний, то мы увидим, что было в начале, когда ребята только осваивали те же комплекты Лего, в общем робототехнику, и даже те результаты, которые были тогда, мы со стороны на это смотрели и думали: вау, как круто, а сейчас они оттачивают свое мастерство с каждым годом. Успех ребенка – это
количество, тот труд, который вкладывает в него наставник. И мы видим, как наставники, как бы сказать, ну, как будто они участвуют в этом, они очень болеют за своих детей, они вкладывают в них все. И вот это результат их труда. Расскажи, пожалуйста, откуда вы приехали и почему выбрали именно эту номинацию из 5 представленных? Мы приехали из города Махачкала, Республика Дагестан, и нам данная номинация очень подходит, потому что у нас есть в ней большой опыт, и как бы мы смогли создать идеальную концепцию робота, который проходит за кратчайшие сроки все цветовые метки, основываясь на шагающем механизме. Расскажи, пожалуйста, понравился ли тебе чемпионат и вообще с какой целью ты сюда пришел? Мне понравился очень, конечно, чемпионат. Все хорошо организовали. Я пришел сюда с целью, чтобы познать номинал робототехники, в котором мы участвуем. В этом году я впервые принимаю участие, но еще думаю, что буду еще принимать участие в следующих соревнованиях. Мне сегодня понравилось на этом чемпионате RoboShows. Я готовился к этому чемпионату 3 дня. Сложности возникали с программой, когда надо было подобрать обороты, чтобы робот ехал правильно и поворачивал четко. Я думал, что я уйду с 3-м местом, но по итогу ушел с 1-м. Очень рад, что получил 1-е место в этом чемпионате. И вообще это случилось как-то даже неожиданно для меня. Спасибо большое всем организаторам. Мне очень понравилось на этом чемпионате. Ребят, ну вы заняли 3-е место. Расскажите, какие эмоции испытываете? Рады, нет? То есть мы не рассчитывали на победу. Мы сидим на последних рядах зала. Тут говорят, побеждает команда Кванториума, Владикавказского Кванториума. Мы выходим, говорят, что не мы. Опять все начинает бурлить, все заново, по-новому. Дальше говорят опять Кванториум, команда мы. И тут выходим уже мы. Такие чувства не передать на камеру или словами. Мы понимаем, что мы заняли 3-е место, мы из Владикавказа, то есть мы хоть на чуть-чуть, но прославили Владикавказ. А как долго готовились к чемпионату и возникали ли у вас какие-то сложности при создании проекта? Сложностей не возникало, когда я сам работал над 3D-моделью. Была одна маленькая сложность, это размер 3D-модели, но я с наставником все уладил, и мы просто уменьшили ее и распечатали. Ну и вопрос последний, на засыпку, так скажем, почему команда называется номер 5, почему именно эта цифра, а не номер 1, к примеру, и приедете ли вы еще на этот чемпионат? Возможно, мы, наверное, просто не придумали название нашей команде, но число 5 в школьном мире, а мы учимся в 6 классе, означает хороший балл. И я думаю, именно это название послужило тому, что мы заняли 3-е место, но мы люди ученые и все-таки ссылаемся на наши знания и на всю ту проделанную работу, которую мы сделали. Мы вообще думали, что ничего не займем, потому что были проекты тоже сильные, но, видимо, мнение у судей было другое. А что касается «Приедем мы в следующий раз», мы обязательно усовершенствуем проект и займем 1-е место в следующем году. Добрый вечер. Мы представляем команду из Республики Северная Осетия Алания. Что хотим сказать, что мы не первый раз участвуем. Заметно развитие в этой области. Это очень приятно. Большое спасибо организаторам. Наша цель взрослых – это наших детей развивать. От себя хочу сказать, что вот эти мероприятия не объединяют. Вот мы сегодня были
проходили у нас тоже мероприятия среди сопровождающих с Ингушетии, с Кабардино-Балкарии, с Махачкалы. То есть было настолько приятно. Вот мы, кавказские народы, мы вот как-то едины, особенно вот в нынешнее время, вот это очень кстати. Так что большое спасибо вам всем. И площадки национального проекта образования — это